вроде запасы газа много, нефти много, а электричества много. Мы построили даже за эти 10 лет несколько энергоблоков с американской компанией General Electric. У нас избыток электроэнергии. Ну что мы будем ее держать? В виде зарплаты улучшить жизнь людей не было возможности. Не было валютных резервов. Поэтому, сохраняя тот же возможный уровень заработной платы, мы решили увеличить социальную защищенность людей. И это было оправдано. С нами никто не соглашался. Бесплатный газ, как это? Но я всегда мотивировал, что это бесплатный газ. Они воровать не будут, в мешках там в Россию не увезут и прятать не смогут. Все будут брать только то, что необходимо в быте. Другого не возьмут. И электричество то же самое. Поэтому нормировать не надо было. Просто надо социальные вопросы решить, чтобы и быт у людей улучшился, чтобы они могли горячей водой мыться. Ради этого стоило нам рисковать на это. Конечно, Международная организация валютно-финансовая, они не понимали этого. Все говорили, не бывает ничего бесплатно. Нет, это не бесплатно, это доля каждого жителя Туркменистанца в недрах, в богатствах государства. Они природные богатства, это не созданные руками. Поэтому я считаю, что те подземные запасы газа, производимой электроэнергии за счет дешевого газа, в этом есть доля каждого гражданина Туркменистана, и мы им дали возможность использовать свою долю. Но это очень сильно отразилось на менталитете людей, сознании. Они поняли, что тут заботятся о них. Они поняли, что что-то для них хотят сделать. Каждый наш национальные нравы, обычаи, они веками проверены нацией. И они побудительно воспитывают этого человека.